Сальто в небе. Многим даже сложно заметить, но профессиональный бейсджампер сразу скажет – сложнейший трюк. За плечами Элины Воропаевой, кстати, единственной девушки, участвующей в фестивале, покоренные вершины Столовой горы Иней. Но даже этого опыта недостаточно, чтобы спокойно пролететь над Магасом. Эйфория – так описывает свои ощущения Элина, оказавшись на краю смотровой площадки башни Согласия. Я прыгала в Маконке, когда распускаешь парашют и прыгаешь сальто, и переворачиваешься, ты летишь. Это мой второй прыжок с этой башни. Но первый раз я прыгала ассист, это более простой прыжок, поэтому сейчас у меня эмоции просто зашкаливают. Очень красиво, очень удобный экзит и вид очень красивый. Тем временем к прыжку готовится Келмер Бомер из Бразилии. Снаряжение проверено, ждем команды снизу. Самые тяжелые минуты, а порой и секунды для бейсера. Когда ты на вершине и сантиметр разделяет тебя от края. Все напряжение сразу уходит, как только ты оказываешься в воздухе, рассказывают спортсмены. Прыжок Келмера прошел удачно. Бразилец, кстати, в Ингушетии впервые. Именно благодаря его участию, а также Фабио Кальдани из Италии, фестиваль в этом году приобрел статус международного. Saltos seguros, jumps seguros, e muito bom. Tudo a infraestrutura, tudo legal, muito bom. Говорит, что ему очень понравилось в горах, у него огромное количество эмоций и впечатлений от прыжков там. Они довольно сложные, но очень интересные. И также ему понравилось, что здесь очень хорошая инфраструктура везде. А вот у другого спортсмена из Бразилии впечатления от поездки немножко подпортились из-за неудачного приземления. Поэтому сегодня он в качестве зрителя, ну или внештатного фотографа, участника фестиваля. Благо в Магасе безопасности бейсджамперов мало что угрожает. Высота всего 100 метров, да и бригада скорой помощи и МЧС всегда на чеку. У подножия башни Согласия приземляется Николай Воропаев. Опытный бейсджампер уже 6-й год подряд приезжает в Ингушетию на фестиваль. На этот раз он усовершенствовал свое снаряжение и получил новые впечатления. Вингсьют, костюм для полетов, и, соответственно, я могу пролететь в этот раз такие линии, выбрать такие маршруты, которые я в прошлый раз пролететь не мог. И сейчас я пролетаю их как бы новые, то есть хотя точка сама та же самая, но сама линия уже другая, гораздо более интересная. Вот, например, мне удалось в этом году пролететь на Мятлам, на ущелье, мимо острова Древней башни ингушской. В прошлом году мне это не получилось сделать, а в этом я это сделал, пролетел. Посмотреть на показательные прыжки собрались десятки горожан и даже туристы из Израиля, которые совершенно случайно стали зрителями фестиваля. Елон Анкара не ожидал увидеть такого зрелища. Более того, большое впечатление на него произвел сам Магас. This city is in the top of the looking forward. Very nice to enjoy from everything that we have been here. Please that we have the luck to come to that city. Thank you very much. С первых шагов в городе он потрясен всеми вот этими новшествами, начиная от зонтиков возле переходов, заканчивая прекрасными автобусными остановками. И он раньше не думали, что Россия немножко не дотягивает до европейских стран, но сейчас он видит, что этот город передовой. И спасибо, что у них есть возможность сюда приехать. А если говорить о впечатлениях бейсджамперов, то республика буквально покорила спортсменов своим гостеприимством и природным богатством. Парашютный спорт у нас развивается, у нас есть своя команда. И даже наши ребята хотели прыгнуть. Вот Магомед Нальгиев хотел сегодня прыгнуть, но из-за недостаточного опыта мы ему не разрешили прыгать. Мы развиваем и парашютный спорт, конечно. Это туристическое направление, Жиравский район. Они по приезду домой везде, в соцсетях рассказывают об Ингушетии, о горной Ингушетии. Это популяризация вот этого вида направления. Конечно, это плюс только для республики. Последний прыжок со смотровой площадки башни Согласия. На этом фестиваль завершается до следующего года. Амина Бокова, Хамзат Халухоев, Новости 24.